Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. В Туве идет подготовка к пожароопасному периоду следующего года. Пожарные приступили к осенней опашке на территории республики. Неопаханными остаются 59 населенных пунктов. По состоянию на 10 октября осенние минерализованные полосы проведены в 78 населенных пунктах республики из 137. Из 35 населенных пунктов, находящихся в лесном массиве и прилегающих к ним местностях, осеннюю опашку сделали уже в 22. До настоящего времени к работам по созданию минерализированных полос еще не приступили Авюрский, Тандынский и Тоджинский районы. С 25 сентября по 10 октября на территории Тувы действует всероссийская осенняя акция «Живи лес», приуроченная к году экологии. Цель акции – привлечение внимания общества к проблемам лесовосстановления и приумножения лесных богатств. 6 октября в Кызыле были проведены мероприятия по посадке саженцев деревьев различных пород. Центральное мероприятие акции проводилось на аллее поколений. Также были произведены посадки на других улицах города в местах, где были высажены саженцы в период весенней посадки 2017 года и не прижились. Всего на территории Кызыла было высажено 180 саженцев сосны обыкновенной, 39 березы и 10 вяза мелколистного. В рамках данной акции проведены не только мероприятия по посадке зеленых насаждений, но и просветительские мероприятия в виде лекций и бесед в образовательных учреждениях города Кызыла и муниципальных образованиях на тему «Живи лес». О курсах валют: доллар стоит 58 рублей 7 копеек, евро 68 рублей 39 копеек. В Пихемском районе спасателями службы ГОЧС было найдено тело пропавшего. По заявлению жителя Пихемского района 1 октября во время сенокосных работ к костру к месту установленного сбора не прибыл 74-летний житель района. Со 2 по 5 октября силами волонтеров из числа родственников односельчан совместно с сотрудниками полиции проводились поисковые работы, которые положительных результатов не дали. 5 октября в Пихемский район для проведения поисково-спасательных работ выехала оперативная группа спасателей службы ГОЧС Тувы. 6 октября в ходе обследования болотистой местности в 800 метров от костра среди болотных кустарников спасателями был обнаружен труп пропавшего гражданина, который был передан работникам правоохранительных органов. Первая профессиональная студенческая олимпиада стартует в России в этом году. Цель олимпиады – предоставить студентам из региона возможность продолжить образование в ведущих вузах России и начать карьеру в крупных компаниях. Задания для участников создаются экспертами вузов и специалистами государственных и частных компаний. Пилотная олимпиада пройдет по 27 направлениям – от математики и машиностроения до дизайна и журналистики. В соревновании смогут принять участие бакалавры, специалисты и магистры. Победители и призеры получат денежные премии, максимальные баллы при поступлении в магистратуру или аспирантуру и перспективу стажировки в компаниях-партнерах проекта. Отборочный и заочный этап олимпиады начнется в декабре 2017 года, заключительный очный в январе 2018. В результате соревнований будет сформирована единая национальная база «Молодые профессионалы», на которую смогут ориентироваться крупнейшие работодатели страны. Ты любишь качественные товары по выгодным ценам? Приготовься! Поехали! Мы – магазин «Светофор», и мы экономим ваш бюджет. У нас вы найдете все, что может порадовать вас и ваших детей. Свежие продукты, кондитерские изделия, молочная продукция, бытовая химия и многое другое. Но это еще не все. Мы обожаем проводить щедрые акции и дарить вам подарки. Приходите, покупайте и получайте от этого удовольствие. Ирбис-кейк – это магазин для любителей создавать наивкуснейшие десерты. Инструменты, украшения для тортов, посуда и формы и многое другое. Приходите. Щетинкина-Кравченко, 38. Создай шедевр сам. Берем холодильник, стиральную машину, микроволновку. Ба!
В РБТ.ру акция. При покупке от 3 и более единиц техники вы получаете скидку 10% на весь комплект. РБТ.ру. Правительство России утвердило распределение средств на создание в школах системы мониторинга здоровья учащихся, по которому Тува в 2017 году получит субсидию в размере около 6 миллионов рублей. Республика вошла в число 19 регионов России, между которыми поделили 270 миллионов рублей из средств государственной программы развития фармацевтической и медицинской промышленности, предназначенных на реализацию проекта, инициированного Миноборнауки России. Как поясняется в сообщении правительства, средства направляются в том числе на оснащение отечественным оборудованием и программными комплексами для обследования здоровья обучающихся с ограниченными возможностями, развитие системы раннего выявления заболеваний, включая проведение медицинских осмотров, скрининг обследований, повышение квалификации специалистов и педагогических работников по вопросам внедрения системы мониторинга здоровья школьников, сообщается на официальном сайте правительства Тувы. Студентов Тувы массово проверят на венерические заболевания. Медобследованию подвергнутся все высшие и среднеспециальные учебные заведения республики. Порядок проверки добровольный, но в республиканском кожно-венерологическом диспансере говорят о весьма неплохой явке молодежи. В некоторых районах и в отдельных техникумах и колледжах добиваются 90% охвата. Школы проверяться не будут. В этом году в Туве зарегистрировано 23 случая заболевания сифилисом у студентов. Обследование продлится более месяца. «11 октября Национальный театр Тувы имени Виктора Кукула открывает 82-й театральный сезон. Администрация театра и актерская труппа подготовили ряд приятных сюрпризов по случаю нового сезона. Главной из них станет музыкальная комедия о вольнодумце, герое восточных сказок, юмористических миниатюр и анекдотов. Открывает новый сезон спектакль «Сын синего неба» «Көктернин оглу». Это постановка о жизни и творческом пути одного из основоположников Тувинского театра и национальной драматургии, заслуженного артиста РСФСР Виктора Кукула. Не обойдет театр своим вниманием и самых юных зрителей. В Кызыле подвели итоги соревнований по баскетболу и волейболу среди учителей города, посвященных Дню учителя. Мероприятие проходило на базе школы номер 8. В состязаниях по баскетболу приняли участие 14 команд, это более 140 человек. Итоги соревнований: золото у школы-интерната для детей с нарушением слуха. Серебро занял коллектив школы номер 3 Кызыла, а бронза досталась гимназии номер 9. В соревнованиях по волейболу приняли участие 12 команд. По итогам первое место заняла гимназия номер 9, второе место у школы номер 2, третье место – школа номер 8. Победители и призеры награждены медалями, грамотами, кубками, ценными и денежными призами. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой и умеренный мокрый снег. В земледельческой зоне Тувы сохранится временный снежный покров. В Кызыле малооблачно, без осадков, ночью -6, -8 градусов, днем +3, +5. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране и Арадане облачно, без осадков. Температура воздуха утром -9 градусов, днем +5. На Полке погода ясная, без осадков, ветра нет. Температура воздуха утром -10 градусов, днем +3. В Танзыбе ясно, без осадков. Температура утром -6 градусов, днем +5. По всей трассе проезд удовлетворительный.